Добрый день, уважаемые абитуриенты, решившие поступать на программу направления профессиональное обучение, профиль или направленность правовое обеспечение управления образованием, магистерскую программу. Мы очень рады, что складывается, в общем-то, хорошая, достаточно приятная для университета конкурсная ситуация, да, но понятно, что такая конкурирующая ситуация создает и для вас дополнительную мотивацию к подготовке к экзамену. И поэтому я очень надеюсь, что самые лучшие, самые трудолюбивые успешно пройдут предстоящие вступительные испытания. Ну и, в общем-то, все те, кого заинтересовала эта программа, безусловно, будут иметь возможности поступить и обучаться по этой программе. Что на сегодняшней консультации, в общем-то, мы для себя должны уточнить. Экзамен завтра, 8 августа. И осталось, для всех студентов самая решающая, наверное, ночь перед экзаменом. И для абитуриентов тоже. Что для себя мы должны уточнить? Во-первых, конечно же, еще раз, что это за программа, на которую мы собираемся поступать, и которую мы выбираем. И, конечно, что представляют сами вступительные испытания. То ли я уже подготовил, то ли я выучил, посмотрел. И, конечно, ряд организационных моментов, которые тоже стоит еще раз проговорить, систематизировать и проговорить для того, чтобы завтра у вас прошло все как по маслу, на что я очень надеюсь. Итак, что это за программа? Программа «Правовое обеспечение управления образованием». Магистерская программа, которая реализуется в Институте исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Программа, для которой выпускающей кафедрой является кафедра права и обществознания. Данная программа имеет определенную и достаточно уже давнюю историю. Я бы сказала, 5-летнюю историю, несмотря на то, что в этом году мы заявляем ее впервые по направлению профессиональное обучение. Дело в том, что уже в течение 5 лет успешно на кафедре реализовывалась программа по направлению педобразования и правовой менеджмент в сфере образования. И данная программа является таким логическим продолжением управленческих программ, магистерских программ, которые будут уже рассчитаны и на сферу профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного образования. То есть мы расширяем сферу вашей дальнейшей профессиональной деятельности после того, как вы завершите, освоите эту программу успешно. Почему я говорю давнюю историю? Да, потому что сама по себе управленческая программа, связанная с правовым обеспечением управления образованием, с правовым менеджментом образования, действительно реализуется уже в течение 5 лет. И отслеживая и ведя четкий мониторинг трудоустройства наших выпускников, мы можем говорить о том, что да, такие кадры востребованы в нашем регионе. Выпускники находят себя именно по той направленности магистерской программы, которую они осваивают. И мы достаточно тесное сотрудничество всегда ведем с нашими выпускниками, и, в принципе, они участвуют в наших сопутствующих научно-исследовательских мероприятиях, организационных, образовательных мероприятиях, которые являются неотъемлемой частью данной программы. И в дальнейшем наши же выпускники – это часть того общего профессионального сообщества, которое мы формируем в рамках нашей программы. Поэтому можно говорить о такой большой, можно сказать, дружной семье, профессиональном сообществе, которое складывается вокруг вот этой управленческой магистерской программы. Как я уже сказала, программа реализуется в Институте исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Это 4-й учебный корпус. Многим из вас он знаком, потому что, судя по спискам абитуриентов, которые я проанализировала, посмотрела, очень рада видеть наших выпускников бакалавров этого года, и не только этого года, которые решили остаться в стенах нашего института. Мы только рады нашим выпускникам, поскольку преемственность программ, когда она существует, является большим подспорьем потом вашей будущей профессиональной деятельности. Такое глубокое освоение профиля, вопросов, направленности действительно дает хорошую, глубокую, качественную подготовку вам в будущем как специалисту. Поэтому
и сообщество работодателей, представителей работодателей, с которыми мы, безусловно, контактируем и очень плотно работали в проектировании и создании данной программы. И если вы видели, наверняка видели и знакомились уже с рекламными материалами по этой программе, видели и непосредственно тех наших кураторов, представителей работодателей, с которыми мы тесно сотрудничаем. И это и организации, в том числе, которые выступают нашими партнерами в реализации данной программы. Конечно же, это и вузы Уфы, другие, это и средние профессиональные, организации образовательного среднего профессионального образования, это и, безусловно, Министерство образования и науки РБ, и, конечно же, управление по надзору в сфере образования по РБ. Поэтому нужно сказать, что практическая подготовка, практикоориентированность этой магистерской программы достаточно большая. И здесь нужно нацеливаться сразу на такую хорошую практическую проектную исследовательскую работу, проектно-исследовательскую работу, для того, чтобы вам пригодились эти направления уже в будущей профессиональной деятельности. Что касается вообще вступительных испытаний, самой процедуры вступительных испытаний. Ну, во-первых, нужно сказать, что все вступительные испытания этого года, они регламентируются у нас в нашем вузе, в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы, да, правилами приема, вы наверняка с ними ознакомливались, да? Вот я сейчас смотрю, что вы их, наверное, видите, да? Вы с ними наверняка ознакомливались, они висят на сайте. Правила приема по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 20-21 учебный год, утвержденные ректором Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Сагитовым Славатом Талгатовичем, и в новую редакцию уже они вступили в силу 29 июня 2020 года. Поэтому, если не читали еще, почитайте, посмотрите. И, конечно, определяющим документом, который, в общем-то, сейчас и регламентирует всю приемную кампанию, определяющим документом в составлении данных правил приема, конечно, является приказ Министерства науки и высшего образования РФ, 726 приказ, на основании которого мы и все эти процедуры сейчас с вами организуем, наблюдаем и в них участвуем. Конечно же, все эти процедуры, они несколько иные, связаны с определенной ситуацией коронавирусной нашей пандемии, которая сейчас есть. Поэтому сама программа вступительных испытаний в нашу магистратуру для нас тоже новая. Почему? Потому что программа, формат вступительных испытаний – это тесты, тестовые задания. Поскольку всегда традиционно в нашей программе был несколько иной формат, но сейчас это вынужденная ситуация, которая минимизирует, да, и наше хождение и бережно относится к вам, к нашему здоровью, к вашему здоровью, да, где вы в режиме удаленного доступа у себя, главное, чтобы был хороший интернет, можете спокойно пройти такое онлайн-тестирование и таким образом поступить в магистратуру. Ну, обо всем поподробнее. Да, согласно нашей программе вступительных испытаний по программе по магистратуре, в магистратуре здесь вы сдаете дисциплину и тестирование проходите по дисциплине правоведения. Но поскольку правоведение охватывает большое количество разных отраслей, то здесь мы вас сориентировали, и программу вступительных испытаний вы наверняка читали, что главной отраслью здесь выступает в наших тестах отрасль образовательного права. Но те, у кого уже есть правовая подготовка, прекрасно знают, что образовательное право – это комплексная отрасль, поэтому, конечно, в наших тестах задействованы и включены вопросы, связанные с трудовым правом, то есть те вопросы непосредственно, которые касаются нормативно-правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере образования, конечно же. Вот. Ну и поэтому могу даже вам сделать такие небольшие подсказки, да, что это, какие это разделы, которые надо уделить еще раз, вот уже в предстоящие часы, да, можно сказать, ну, еще почти сутки, да, даже сутки у вас есть, разделы, которым нужно уделить внимание. Это правовое регулирование
образования РФ, лица, осуществляющие образовательную деятельность, раздел государственной регламентации образовательной деятельности и управления системой образования, раздел правовой статус обучающихся и их родителей, законных представителей, и, конечно, раздел, связанный с правовым статусом педагогических, руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации. Да. Вот меня поправляют, мы все в таком новом совершенно формате, онлайн-формате, он для нас тоже непривычен. Но я думаю, что мы все это освоим. Вот. Теперь литература. Да, как вы пользуетесь литературой при подготовке? Литература была указана в программе вступительных испытаний, да, которая размещена на сайте нашего вуза, на сайте приемной комиссии нашего вуза. Это, конечно же, пособие, которое создано было преподавателями нашего университета, нормативно-правовое обеспечение образования. Пособие комплексное, несколько авторов. Это Арсентьева Надежда Анатольевна, Бекусина Селуха Адисовна, Хайруллина Гузель Хасановна и Даянова Эльза Мунавировна. Пособие 2015 года, где очень подробно вы можете найти, в общем-то, ответы на все вопросы тех тестов, с которыми вы столкнетесь. Что удобно, что данное пособие есть в электронной библиотечной системе онлайн, в которой вы можете зарегистрироваться. Также на Юрайте БС вы можете найти пособие «Основы права», учебник для прикладного бакалавриата, авторы Волков и Лютягина. Пожалуйста, вполне этих пособий вам будет хватать для того, чтобы подготовиться к тестированию. Ну и, конечно, в качестве подсказки нужно указать первоисточник, в принципе, которого вам тоже было бы достаточно, если вы его хорошо, внимательно проштудируете, по крайней мере, мы вот с ним не расстаемся, да, федеральный закон об образовании в Российской Федерации. И тоже такая маленькая такая подсказка для тех, кто нас слушает. Глав много, статей много, поэтому еще раз обращаю ваше внимание, что не должны остаться без освоения, да, без просмотра. Это глава 1 закона, который я назвала, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и, конечно, 12 глава. В 12 главе обратите внимание на статью 91, которая тоже вам может пригодиться. А в главе 4 здесь тоже я могу вам выделить диапазон статей. Из всех это статья 33 и статьи 43 и 45, касающиеся обязанностей и ответственности обучающихся. Вот такой диапазон статей немножко мы сузили для того, чтобы сделать вашу подготовку более качественной по нашим тестам. Тесты будут собой представлять, которые вам попадутся, да, на 30 вопросов, да, и к ним будут варианты ответов, предложенные вам. Тесты самые стандартные и не должны вызывать никаких вопросов у вас. Что касается организационных моментов, то у вас у всех есть личный кабинет. И вот именно через этот личный кабинет вы заходите, видите там перечень тех вступительных экзаменов, да, которые вы должны сдать. Ну, я так предполагаю, конечно, что вы еще куда-то сдаете экзамены, да. И там вы выбираете, конечно же, да, наш предмет правоведения, еще раз, да, программу правовое обеспечение управления образованием. И справа у вас появляется кнопка «Сдать онлайн». Вот, когда вы видите эту кнопку, вам нужно будет ввести логин и пароль. Что касается логина и пароля, вы все оставляли свою электронную почту. И приемная комиссия, сотрудники, технический отдел, которые ведут полностью всю эту большую работу, связанную как раз с онлайн, да, вступительными испытаниями, они в течение сегодняшнего дня сделают или уже сделали, да, то есть рассылку этих логинов и паролей, поэтому проверьте еще раз свою почту, которую вы указывали. Сотрудники советуют, рекомендуют внимательно осмотреть и спам, поскольку писем бывает у вас тоже много и какие-то попадают в спам. Поэтому логин и пароль вы должны получить. А в крайнем случае, если вдруг так оказалось, что до завтрашнего утра, да, с утра вы зашли заранее, посмотрели, нет логина и пароля, тогда вы обращаетесь сюда. И горячей линии
либо электронная почта, которая вам знакома, электронная почта приемной комиссии БГПУ. Это английские маленькие буквы bspu.pk@mail.ru. Либо на сайте есть зеленая кнопка, куда вы можете написать свои обращения, вопросы, которые у вас возникли. Поэтому не тяните до последнего, а заранее убедитесь в том, что логин и пароль вы получили, и вы сможете уже спокойно пройти тестирование. Да? Ну, независимо от того, сколько программ вы выбрали, да, тестирование пройти нужно, а потом, поскольку это создаст для вас веер возможностей, да, для поступления. Поэтому, если вы записались уже на эту программу, зарегистрировались, значит, конечно же, нужно поучаствовать в тестировании. Тем более, как я вам уже сказала, оно совершенно не страшное. И я бы сказала, что программа намного упрощеннее, программа вступительных испытаний в этом году, чем в предыдущие годы. Намного упрощеннее программа. Вот, значит, что касается далее нашего тестирования. Тестирование с учетом все-таки, да, ситуации, для того, чтобы создать вам дополнительные возможности пройти его уже наверняка 100%. Вот наш технический отдел дает время для тестирования с 10 утра до 15 часов дня, с 10 до 15. Вот в этот временной промежуток, в любой час, в 10, в 11, 12, когда вам удобно, вы можете пройти тестирование. Но имейте в виду, что на выполнение самих тестов вам дается 60 минут. То есть зашли, вы должны понимать, что в течение часа, не более, вы должны пройти данные 30 вопросов. К вопросам вы можете возвращаться, да, то есть какие-то вопросы пересматривать, менять ответы до тех пор, пока вы не нажмете кнопочку «Завершить тестирование». Поэтому не спешите нажимать на кнопку «Завершить тестирование». Но и с другой стороны, не забудьте нажать на кнопку «Завершить тестирование», когда вы действительно его уже решите завершить, чтобы время, регламент, вот этот 60 минут вам тоже ни в коем случае не увеличить, да, ни в коем случае его не проморгать. Поэтому таймер какой-то вы себе ставите и в течение 60 минут спокойно работаете с 30 вопросами. Я думаю, что для человека, уже имеющего высшее образование и собирающегося в магистратуру, это не предоставит никакого труда. Вот. Поэтому еще раз очень вас прошу, посмотрите внимательно на логин, пароль в своей почте. Найдите его заранее, и если нет, значит, задайте все возникающие вопросы, которые у вас появляются с организационными моментами. Вот. А что касается объявления результатов, да, то есть представьте себе, что все хорошо, благополучно сдали, прошли. Объявление результатов согласно правилам приема предусмотрены в течение 2 рабочих дней. Да? У вас тестирование завтра, 8 августа, еще раз повторяем, с 10 до 15 в любое время. Но самое крайнее, вы понимаете, что начало вашего тестирования 14:00, да? То есть не позже, чем в 14:00 надо его начать, не позже, чтобы у вас был тот самый час времени, да, который вам нужен. И, значит, первые рабочие дни – это понедельник, вторник. Вот в течение 2 рабочих дней в личном кабинете вашем вы и найдете свои результаты, которые получатся по результатам тестирования, по итогам тестирования. Вот. Мы сейчас говорим с вами о вступительных испытаниях первой волны. Да? Экзамен завтра. И, конечно же, еще будет для абитуриентов вторая волна. И это расписание вы можете найти тоже на сайте. Вот. И третья волна для коммерческих студентов, уже самая последняя волна для тех, кто уже сможет претендовать только на коммерческое обучение, но тем не менее эта волна тоже состоится. Экзамен планируется там по третьей волне уже аж 18 сентября. Но это уже только коммерческий набор. Итак, завтра, 8 августа, с 10 до 15, спокойно, уверенно, да, с четкой мотивацией на успешную сдачу экзамена и зачислением на магистерскую программу подготовки, профессиональное обучение, правовое обеспечение управления образованием,
будущих студентов. Вам удачи!